Здравствуйте, в эфире Вести, Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Развитие науки. Под вашим, так сказать, руководством и благодаря вашему вниманию эти все традиции сохранены. А если мы сможем чем-то быть полезным, с удовольствием поможем. Глава Чеченской Республики встретился с президентом Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилом Ковальчуком. На защиту Родины. Взаимоподдержка, а дух у вас есть. Почему? Да потому что вы сегодня это всем доказали. Очередная группа добровольцев отправилась из грузинского аэропорта на территорию проведения специальной военной операции. Благоустроенная среда. Выбираются территории, которые будут вынесены на это онлайн-голосование. Студентам Чеченского государственного университета рассказали о возможности отдать свой голос за реконструкцию одного из 38 городских объектов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с президентом Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилом Ковальчуком. Гость дал высокую оценку вузам региона и рассказал о том, как важно развивать научную сферу. Подробнее в сюжете Турпалали Тайсумова. Глава Чеченской Республики, встречая уважаемых гостей из Национального исследовательского центра и Российской академии наук, поблагодарил их за визит. Рамзан Кадыров отметил, что Курчатовский институт делает большой вклад в стратегическое сотрудничество. Мы с особым вниманием относимся к деятельности вузов на территории республики. Они являются кузницей специалистов для поддержания высокой темпов экономического и социального развития региона. Сегодня Российская академия наук и Курчатовский институт являются флагманами мировой науки и вносят огромный вклад в укрепление оборонно-промышленной интеллектуальной мощи Российской Федерации. Надеюсь, что эта встреча станет добрым началом продуктивного диалога научных и образовательных организаций в нашей республике с вашими организациями. Мы заинтересованы в укреплении дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, а мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку. Спасибо за визит, желаю приятных впечатлений и плодотворного итога. Еще раз спасибо, что вы приехали, нашли время, проводите у нас такое мероприятие. Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук рассказал о том, какое значение имеет развитие науки. Он дал высокую оценку чеченским вузам. Уважаемый Рамзан Ахматович, я хотел вас поблагодарить за то, что вы, я понимаю, как вы заняты, нашли время, чтобы нас принять. Нам это почетно и очень приятно. Я думаю, что у нас есть исключительно хорошая база для углубления сотрудничества в научно-образовательной сфере. Сегодня мы с вами отчетливо понимаем, что наука определяет все. Дело заключается в том, что каждый человек, не задумываясь, беря в руки телефон или включая там любой электрический прибор, и все, что происходит в других серьезных местах, во всем лежит наука. И дело заключается в том, что сейчас при переходе к новой природоподобному технологическому укладу роль наукра, если науки, не окров, то, что называется, возрастает с 30% почти до 90%. И даже люди, которые не будут заниматься наукой, должны понимать, быть образованы для того, чтобы жить в этом науконасыщенном мире. Я думаю, что у вас ведется огромная работа. Вот мы сейчас очень вскользь только успели побывать в университете, все производит чисто внешне, я скажу, очень хорошее впечатление. А если говорить не о внешних эффектах, то, например, нефтяной институт имени академика Миллиончика, который в Грозненский нефтяной институт, я помню с детства, он был одним из знаковых таких столпов научных в соответствующей области. И я думаю, что под вашим, так сказать, руководством и благодаря вашему вниманию эти все традиции сохранены. А если мы сможем чем-то быть полезным, с удовольствием поможем в том, чтобы мы, так сказать, вместе развернулись к новым победам и вызовам. Гость признается, что чувствует себя в Грозном как дома, хотя и находится в субъекте в первый раз. У меня мой тесть, то есть это папа моей жены, он известный человек, академик Поляков, улица в Москве есть, но
Он занимался вот последние годы жизни, возглавлял совет редакционный, который готовил историю народов Северного Кавказа. Знаете, у нас очень много было всегда дома ваших коллег из Чечни, из разных других республик Северного Кавказа. И хоть я здесь никогда не был, но у меня ощущение, что я большое количество жизни провел на Кавказе. Вот это очень интересно на Северном Кавказе. Я должен сказать, что я очень рад и благодарен тому, что вы нас позвали. Для меня это некий знаковый такая вещь, потому что у нас дома было тут руководство этих республик, всех в частности. Это, знаете, это поразительная вещь, знаете, такая вот возврат, так сказать, в ностальгическое прошлое. Спасибо большое за это. Руководитель региона вспомнил, в каких условиях приходилось работать высшим учебным заведениям Чеченской Республики в начале нулевых. По его словам, пришлось проделать колоссальную работу, чтобы вывести их на современный уровень. Вы очень много делаете для всего народа, государства. И надеюсь, что сегодняшняя встреча, работа, которую вы проводите, да, дадут свои плоды, да, и мы с удовольствием готовы, да, всячески оказывать содействие, да, стараться быть полезными, да, развитие науки, да, всего государства, да, республики, да. А так мы поддерживаем своих вузов, да, у нас ничего, да, не осталось, все было разрушено, да. Еще я помню, поехал в ЧГУ, первый раз, будучи там чиновником, там мы с Орбиком, еще не молодые были, мы поехали, посмотрели, там все было разрушено, невозможно было заходить, грязно, все равно студенты, учились, старались учиться, военные, годы, мины. Ну, я сейчас вспомнил, как это все это страшно было, в том плане, что это все нужно восстановить, запустить и создать условия для молодежи, для студентов, которые будут учиться. Мы начали восстанавливать основную базу, и сегодня наши вузы не отстают от других и проводят большую работу, и студенты получают хорошее образование. У нас кадры остаются дома, и большинство, 99% можно сказать, они благоустроены, устроены у нас в республике. И сегодня все университеты, институт развивается, стараемся максимально поддерживать их, у них у самих получается хорошо, и нефтяном, и ЧГУ, и остальных. Ваш приезд даст новый импульс. Вот такие люди приехали к нам, наши вузы, это много стоит. Спасибо вам большое еще раз, что вы нашли время посетить республику, посетить наши вузы и дать новую жизнь. Спасибо еще раз. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров в свое время был за то, чтобы восстановить сферу науки, спорта и культуры. А сегодня, благодаря инвесторам, построены целые образовательные центры и новые филиалы, отметил председатель правительства субъекта Муслим Хучиев. Были действительно тяжелые условия, были восстановлены вузы, среднее образование, школы. В то время Ахмат Хаджи говорил, что фундаментом будущего является образование науки любого народа. И когда первый заговорил о том, что нужно, во-первых, восстановить среднее образование, все думали, как в таких условиях, когда еще взрывают, когда убивают, когда террористические группы бегают по горам, вот как в таких условиях можно говорить о культуре, спорте, образовании. Но Ахмат Хаджи абсолютно был прав, потому что действительно фундаментом мирного строительства нового будущего Чеченской Республики это было как раз таки образование, наука, спорт и культура. Помимо тех вузов, которые были восстановлены, вот Рамзан Ахматович, у него очень хорошие отношения с арабским миром, с лидерами арабского мира. И вот один такой уникальный пример сотрудничества, скажем так, с зарубежными странами и частным государственным партнерством, это открытие. Вот сейчас мы благодаря Рамзану Ахматовичу открываем филиал МГУ в городе Грозном. Да, и суть в чем интересно еще, факты, которые есть там. Вот благодаря взаимоотношениям, братским взаимоотношениям Рамзана с руководством Арабского Эмирата, они просто построили кампус студенческий за свои деньги. И просто подарили. Туда входят учебные корпуса, общежития, спортивный объект, культурный объект. Все, что необходимо для автономной жизни и функционирования
этого университета. И вот все это было передано в дар, вот благодаря таким тесным, хорошим отношениям. Это был единственный случай в России, когда зарубежные инвесторы построили и передали в дар вот такой большой учебный кампус. И вот на базе этого, опять-таки, благодаря авторитету Рамзана Ахматовича и поддержке руководства страны, мы на сегодняшний день открываем МГУ. Это на юге России нету. Все люди у нас уезжали в Москву, учились там дорого, уровень жизни совсем другой. И много уезжали в Турцию тоже учиться. И сейчас у нас есть возможность приблизить стандарты высшего образования в Чеченской Республике, Кавказу, югу России. И уже многие иностранцы уже со сегодняшний день заявляют интерес учиться в этих, не только в ЧГУ и в наших университетах нефтяных, но и в том числе филиалах МГУ. Здесь же премьер-министр предложил создать совместный образовательный проект для эффективного развития технологического направления республики. Вот там открывается как раз-таки прикладная информатика, математика, один из факультетов. Может быть, на базе этого можно было бы как-то рассмотреть вопрос сотрудничества с Курчатовским центром, Национальным центром Курчатовский институт. Плюс мы сейчас ведем активную работу по созданию технопарка «Альтаир». Это в сфере электронной промышленности, которая предусматривает налаживание производства компонентов, которые необходимы особенно в этих условиях для Российской Федерации, в том числе для электронной промышленности. Может быть, на базе этого будущего технопарка, который мы создаем, у вас большой опыт есть именно как раз в нанотехнологии, именно электронной промышленности. Может, какие-то совместные проекты посмотреть, реализация на территории этого технопарка. И, может быть, какое-то совместное предприятие может создать в области электроники. Это предложение очень перспективно и принесет пользу сторонам, рассказывает Михаил Ковальчук. Вот ваше предложение насчет технопарка, насчет развития целого ряда исследований. Я думаю, что мы с Академией имеем прекрасную базу для этого. А Марат Аркадьевич Камбулов, который является директором Курчатовского института, он, как вы знаете, наверное, многие из вас очень давно его знаете, Марат Аркадьевич много лет возглавлял очень важную часть деятельности Министерства науки и образования, но оно по-разному называлось, и в этом смысле связи есть, и Марат Аркадьевич очень понимает формализованно, как мы можем это делать с точки зрения чиновничьей в частности, а сегодня, будучи директором Курчатовского института, он понимает всю палитру. Поэтому я думаю, что у нас есть основания и база для того, чтобы подумать и правильным образом, так сказать, организовать это взаимодействие. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Во время проводов стороны пожелали друг другу удачи во всех начинаниях. Михаил Ковальчук вручил Рамзану Кадырову медаль за выдающийся вклад в развитие Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Очень флаштоки шикарные, правильно сделаны, высокие. Самый высокий в России. Ну так это видно. Решением ученого совета, дирекции Курчатовского центра. Да, мы на глазах, номер 95-й. Мы, вот она. Давайте прикроем. По-моему, такого не было. Такого не было. Я знаю, как Владимир Владимирович что-то где такое подписывал один раз. Это правильно, это как в бою. Еще досталось номер 95. Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Так что это залог начала нашего сотрудничества. Спасибо огромное. Вот, я могу ответить тем же словами. Спасибо большое. Образование и наука – это фундамент развития детей и молодежи, а открытие новых филиалов позволит расширить кругозор знаний и успехов. Турпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести». Чеченская Республика. Депутаты высшего законодательного органа республики в ходе очередного пленарного заседания заслушали информацию об итогах деятельности отделения Банка России по Чеченской Республике и кредитных организаций в 2022 году. Управляющий отделением Иса Тамаев рассказал, что на территории региона работает эффективная расчетно-платежная система, которая позволяет качественно и быстро осуществлять все виды банковских операций. Спикер парламента Магомед Даудов призвал руководителей кредитных организаций и дальше развивать банковский сектор, который играет важную роль в социально-экономическом развитии региона и стабильном функционировании экономики. Также депутаты единогласно проголосовали за принятие регионального закона, который предоставит право на бесплатную юридическую помощь участникам СВО в новых субъектах России. Подытоживая заседание, Магомед Даудов призвал депутатов усилить работу над разработкой социально значимых законов, активизировать разъяснительную деятельность, а также эффективно решать проблемы граждан.
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и министр внутренних дел региона в аэропорту Грозного проводили очередную группу добровольцев. О том, как настроены защитники Родины, узнавала Амина Тупелагова. Не могу смотреть, оставаться в стороне, когда мою Родину пытаются унизить, играя нашими людьми, нашей землей, нашей верой. Настоящие патриоты своей страны, готовые защищать интересы Родины, собрались в аэропорту Грозный Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции. Проводить бойцов и выразить свою поддержку прибыли и официальные лица. Со словами напутствия обратился председатель парламента региона Магомед Даудов. Мы вам в первую очередь желаем, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми к своим семьям, чтобы вы берегли друг друга, чтобы вы поддерживали друг друга. Это самое главное в зоне проведения СВО. Бойцы, один из самых главных правил – это выполнять приказы безоговорочно своих командиров. Самое главное – это стойкость, взаимоподдержка, а дух у вас есть. Почему? Да потому что вы сегодня это всем доказали. Стоя здесь, в аэропорту Грозном. Присоединился к словам парламентария и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Самое главное, чтобы выполнить приказ Верховного главного командующего главы нашей республики Героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Я уверен, что однозначно победа будет за нами. Бандеровцы, националисты будут уничтожены однозначно. Россия – великая держава, Россия – мощь, Россия победит. Перед отправкой бойцы обязательно проходят курс подготовки в Российском университете спецназа, а все необходимое бойцам в зоне проведения СВО с самого первого дня предоставляет региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Инструктора очень хорошо работают персонально, кто не понимает, всем объясняют доходчиво. Очень хорошо объясняют, помогают многим. Подготовка шикарная, все нормально. И лагерь нормально, и питание, и палатки, обмундирование, все шикарно. Спасибо Рамзану Ахматовичу за поддержку, за помощь. Высокую оценку бойцы дают не только уровню подготовки в РУСе, но и своим чеченским командирам, которые грамотно выстроили работу. Все на высшем уровне по тактической подготовке и по боевой слаженности. Командиры проверенные, солдаты, все бойцы уверенно идут, и уже много людей, которые заходят и по второму, и по третьему, по четвертому разу. Там так не бывает, там все на одном уровне. Там все одинаковые, там иракский варьер, катар варьер, там любая надо цыгане есть, там не бывает, он цыган, там все для себя, все братья друг друга. Что движет теми, кто снова и снова возвращается в ряды добровольцев? В первую очередь чувство ответственности за будущее страны и бесконечная любовь к родной земле. Пусть меня не станет, я считаю себя победителем. Победа будет за нами. Наши родители, наши деды нас воспитали, нас защищали, и наша очередь пришла своих ребят защищать. Военно-транспортный лайнер Ил-76 регулярно доставляет бойцов на передовую, и уже сегодня они поступят в распоряжение чеченских командиров. По зову сердца в числе легендарного спецназа Ахмат эти ребята отправляются в зону проведения СВО уже совсем скоро, плечом к плечу. Они встанут рядом со своими боевыми товарищами, чтобы дать отпор западной разрушительной идеологии. Амина Тупелагова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Заключительный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году прошел в стенах Министерства образования и науки Чеченской Республики. В событии принял участие и руководитель ведомства Хошбауди Даев. За право представить республику на уровне страны поборолись 6 финалистов. Лауреатам было необходимо с помощью элементов самопрезентации убедить целевую аудиторию в своей исключительности.
Оценка выполнения задания осуществлялась по 6 критериям: содержательность, коммуникативная культура, масштабность и нестандартность суждений, глубина мировоззренческой позиции, оригинальность и артистизм. Участие в любого рода профессиональных конкурсах – это в первую очередь повышение квалификации самих участников. Это огромный опыт, это диссеминация своего положительного опыта и перенятие положительного опыта других участников конкурса. И победитель всероссийского уровня, он становится и советником министра просвещения Российской Федерации. Он участвует в всевозможных разного рода конференциях, семинарах, совещаниях. То есть этот человек, он приобретает достаточно большой положительный опыт в системе образования. В этом году на федеральном уровне учреждены уже еще и денежные премии для победителей всероссийского конкурса «Учитель года». За один из 38 городских объектов, предложенных в рамках программы благоустройства городской среды, может отдать голос любой житель региона, достигший 14-летнего возраста. Об этой возможности рассказали студентам Чеченского государственного университета. О том, как легко сделать свой выбор в пользу комфортных условий жизни, расскажет Лейла Муртазова. Отдать голос за понравившийся объект благоустройства теперь намного проще. Об этом рассказали студентам ЧГУ волонтеры. Они продемонстрировали облегченную версию платформы сайта на смартфон, благодаря которому выбор эскиза можно сделать легче. Получаете код, который нужно подтвердить. Далее вписывайте свои личные данные, ФИО, которые будут с вами. Переходим к городам, к списку районов. Тут необходимо подумать, где мы хотим парк. В нашем городе, в Грозном или в каком-нибудь другом. Далее из списка городов выбираем наилучший и смотрим, где можно построить парк. Различные улицы, проспекты и так далее. Переходим по ним, тоже согласно вкусу и цвету, и выбираем тот проект, который нам больше всего нравится. С 15 апреля на сайте загородсреда.ру открыт доступ для голосования за объекты городской среды. Жители региона с большим удовольствием приняли в нем участие. А Чеченской Республике представлено 38 благоустроенных территорий, расположенные в Грозном и Аргуне, Гудермесском, Урс-Мартановском и Очхой-Мартановском районах субъекта. Перед проведением данного голосования муниципальным образованием проводится общественное обсуждение. Они проходят не менее 30 дней. На них выбираются территории, которые будут вынесены на это онлайн-голосование. До конца мая граждане старше 14 лет могут проголосовать за реконструкцию одного из предложенных объектов. Например, в Грозном в список по выбору объектов благоустройства вошла пешеходная зона по улице Льва Яшина. Здесь находятся жилые и многоквартирные дома, школа и остановка общественного транспорта. Территории, набравшие наибольшее число голосов, будут обновлены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным при содействии федерального проекта «Единая Россия и городская среда». Лейла Муртазова, Сейд Ильям Пукаев, Сейд Амин Дауд Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. Презентация книги Доки Кагерманова состоялась в Национальной библиотеке региона. Он является ветераном чеченской журналистики, знатоком войнахской культуры, этики и истории. Приурочено мероприятие к его грядущему 90-летнему юбилею, который состоится уже в июле. Произведение получило название «Дин Вуйхо», и в его основу легла одна из историй, описанных автором. По такому поводу собралась творческая интеллигенция субъекта. Tanışdığın Kagirmanov 90 ويقوم دزلو شتو نوخشي مت عالش بتنسيلارن بشاجموش دين صوت يعودك حيجو كينش شاريانو غرب جورناليستو بايتو وين ما خارتانا روي كرشو نوخشي ميتشو دقيقه دو ميخداس كديرو عام تاج كان رمزان اصحاب ح قستنا وهي تدم ببيش بدوكسن بوشناي ودالش اش دو халкы дюнус ночью мат حيجو. Партия «Единая Россия» совместно с Чеченским государственным театром юного зрителя организовала для детей с проблемами слуха благотворительный спектакль. Событие прошло в столичной специальной коррекционной школе-интернате для глухих и слабослышащих.
Малышам представили постановку «Мишук и его друзья». Главный герой на собственном примере объясняет юным зрителям, что такое добро и зло и почему важно слушаться родителей. По завершению спектакля учреждению передали фрукты и сладкую выпечку для праздничного чаепития. Спектакль – это о маленьком озорнике, Мишуке, медвежонке, который не слушается свою маму и хочет стать кем-то другим, но никак самим собой. Вот этот спектакль очень четко и в правильных каких-то ресурсах показывает детям, где-то их обучает, воспитывает, что где есть зло и где есть добро. И вот мы постарались провести вот какую-то грань между этим. И он может быть также и для родителей, так как там есть методики воспитания, мы постарались вот помочь как-то родителям. Но вообще в целом театр, спектакль, вернее, построен на большой любви, на искренней любви. Мы вложили в этот спектакль много труда, и я уверен, что у нас получится подарить нашим юным зрителям, нашим зрителям-родителям очень большой и добрый подарок. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».